Но есть же семейные ценности, христианские. Где эти ценности? Ох, ты разбил яйка, бачите? Это у тебя первая жена? Сподіваюся, що одіни. Смотри, Проявив ласку. оторвемся от Бога. Такое дело, что это любимые блинчики моей жены. Что будет обо мне думать церковь? Мы сейчас смотрим телевизионную программу «Слово пастыря». Я хочу ворваться на танке в Минск и всех замочить. Спасибо, Аня. Семейные ценности. Вы вообще понимаете смысл этого словосочетания? Мне кажется, что мы как-то уже стали плохо ориентироваться в этих двух словах – семейные и ценности. В Беларуси каждый второй брак распадается. В Западной Европе все тяжелее и тяжелее найти себе партнера для того, чтобы заключить законный брак. И мне кажется, что нам стоит об этом поговорить. Перетрем эту темку. Мой первый гость – пастор Дмитрий Хвидарук. Вітаю. Помочь? Думаю, дам ради. Хорошо. Мы с тобой будем сейчас готовить. Ты готовишь вообще? Я рассчитывал на то, что ты будешь готовить. Я сподіваюся, що жонка не буде глядіти гэты випуск, тому що я криху вмію готувати, але заўсёды, коли доходить справа, мужчины часто говорять, що я так собі. То есть... Но помощник я видатний. Хорошо, хорошо. Жене помогаешь? Стараюся. Яна б, напевно, отказала криху інакше, чим я. Хорошо. Давай попробуем. Знаешь, что первое, что я тебе дам? Первое, что мы будем готовить? Так. Мы будем готовить блинчики с капустой. Поэтому первое, что я тебе могу попросить тебя сделать, это взять вот этот агрегат. Видишь, он нажимает. И взять муку и просеять ее вот сюда. Да, а я пока включу плиту. Я знаю, что те, кто не увлекается сильно кулинарией, не любят это занятие. Хотя ничего в этом страшного нет, поскольку нужно просто, если уж боишься не заплакать, то можно просто намочить нож холодной водой. Для белоруса, здається, терапевтичная штука, на самом деле. Да. Белорусы, очень... Зависит, конечно, от профессии. Я вот не знаю насчет твоей профессии, что это вообще? Что такое пастор? Добрае пытанне, насамрэч. Звычайна на яго людзі па-рознаму адказваюць. Большасць людзей чамусьці лічаць, што гэта нейкі такі спецыфічны, богаабраны пасарэднік паміж Богам і чалавекам. Насамрэч, гэта самая даволі звычайная прафесія дапамагчы людзям спазнаць праўдзівага Бога, дапамагчы ім зразумець, што напісана ў Бібліі, што Бог там заявіў пра сябе. І ў тым ліку часам аказваць рознага кшталту дапамогу людям, которые находятся у твоей церкви. Такая довольно простая штука. Но она яшчэ сопрягается с тем, что тебе приходится шмат вучыць, насамрэч. Потому что, не знаю, як у цябе, часто уяўляюць сабе, асабліва мастацкай літаратуры, пастора як самага такога, ведаеце, деревенскага, адмарожанага, неадэкватнага, тупога. Напэўна, у пэўнай ступені я такім часткова і з'яўляюся, але насамрэч вам приходится вучыць старажытныя мовы, капацца ў грэцкай, старажытным іўрыце, вучыць розныя цяжкія складаныя дысцыпліны для того, каб атрымаць ліцэнзію пастора. Потому что пастор, по факту, это не просто посада, на которую вы сами себе ставите и кажете, вы ведаеце, я апрануў передник, апрануў свою специальную форму, я пастор. Не, это рэч, на которую вам трэба атрымаць лицензию, признание, для того, как вы могли выходить за кафедру, наставлять людей. Хорошо, а чем ты мне можешь помочь? Кроме того, что ты просеиваешь муку. Могу потрымаць патэльню, цибулю попереворачивать. Для этого лицензия не нужна. Так, можем з вами сустрэцца і разабрацца в основах хрысціянскай веры, напрыклад. Таму што звычайна, нягледзячы на то, што я ўпэўнен, што вы цудоўны, кампетэнтны, адукаваны чалавек, і ў тым ліку беларусы часта жывуць стэрэатыпнымі ўяўленнямі аб тым, чым з'яўляецца хрысціянская вера і само хрысціянства, альбо сямейныя каштоўнасці, аб которым вы казалі. І ў пэўнай ступені думаю, што ў гэтай справе я крыху мог бы вам дапамагчы. А если я атеист, убежденный? Я таксама такім быў до сваіх 19 гадоў, лічыў, што хрысціяне самыя глупыя, абмежаваныя, неадукаваныя людзі, якія шукаюць надзею. Нет, так я не считаю, но присутствие... Да, отлично. Спасибо. Колядочка. Теперь ты сюда вобьешь 3 яйца. Что в основе твоей христианской идеи? Безумоўна, на пачатку, як у першай кнізе Бібліі, вы сустракаеце цудоўнага, неверагоднага
творчага всемагутнага Бога, які стварае цудоўны свет, у которым жыве грэшны чалавек. І далей вы бачыце, што ў гэтым свеце ён пасяляе людзей, свой вобраз і падабенства, якія робяць страшны выбар, яны грышаць супраць яго, праяўляюць сваё непаслушэнства і жывуць з наступствамі у тым... Ох, ты разбіў яйка. Бачыце, Ну, не прыклад так, страшно. як яйка у гэтым свеце. Яйцо, как я понимаю, это один из символов христианства, да? Насамрэч не. Нет? Да, на Нас Пасху- обманывали? Конечно. Як паўсюль у ўсходняй Еўропе вас часта спрабуюць надуць. Тогда расскажи, где нас обманывают. Семейными ценностями нас обманывают? Ну, вы самі казалі, што гэта стэрэатыпнае сцверджанне, і вельмі часта яго выкарыстоўваюць у мэтах прапаганды. Як і ў усходняй Еўропе, так і ў заходнім свеце, на вялікі жаль. Толькі людзі крыху з рознымі парадыгмамі мыслення альбо з рознымі предпасылкамі. Ну што? Так, добавляем сюда Сахарок. совсем немного сахара. Ну, 1 столовую ложку. Добавляем сюда чуть-чуть соды. Хотя, это, знаешь, вот эта сода, наличие ее в блинах, это как религия. Или ты веришь в то, что она работает, или не веришь. Працуе? Соль? Да, работает. Вообще в кулинарии много чего так работает. Добавляем немножко соли, немножко соды, немножко сахара. И теперь взбивай. Хо-хо. А потом мы добавим самый главный ингредиент. Кефир. Это блины не на молоке. Это блины на кефире. Не стесняйся. Можно немножко делать, можно устраивать небольшой беспорядок, но всегда нужно за собой убирать. Я выкладываю капусту, чтобы мы ее потушили. И получается, что когда ты говоришь с пастором, ты слышишь большое количество фраз, которые как бы в обычной жизни мало что значат. Это так? Часткова, я думаю, што з вами згаджуся. Но часткова яшчэ з-за таго, што заўсёды, калі вы размаўляеце на любую складаную тэму, хутчэй за ўсё, если вы захочаце абстаятельна пагрузіцца ў штосьці, абмеркаваць, наўрад ці вам хопіць адной размовы альбо 2 слоў. Таму часам людзі кшталту мяне, на жаль, выкарыстоўваюць тэхнічныя тэрміны. Напрыклад, як мы казалі пра ласку, альбо благадаць, альбо там суцэльную грэхоўнасць чалавека. Ты полагаешь, что благодать – это техничный термин? Часткова так, часткова ён все-таки знаходзіцца таксама ў Бібліі. І чаму ён гаворыць о тым, што Бог, который павінен вынесці строгі прысуд датычна кожнага з нас і мяне і вас, Смотри, праявіў ласку. оторвемся от Бога. Взбивать нужно интенсивнее. Ага. Но когда... в чем суть? Я никогда в блинах не использую как бы рецептуру. Я считаю, что достаточно положить муку, туда яйца, соль, перец, соль, сахар, и потом добавлять кефир или молоко по консистенции, чувствуя, не зная, а чувствуя. По-моему, тебе это понятно, да, слово «чувствуя»? Ну, я не настолько холодный человек, конечно. И как твои чувства не входят в конфликт с твоей верой? Не за что любой человек выходит в конфликт с своими пачуццямі. Кожны дзень Убивай чалавек, як эмацыйная істота, мне здаецца, переживать такой контраст эмоцый. Думаю, вы со мной погодитесь. Ну да. Что мы часам до конца не можем сами себе зразумець, что мы адчуваем. Я рады сёння, я сёння сумны, я сёння злы, я сёння ненавижу паўсвета, я сёння готовы ворваться на танки ў Беларусі, усіх замачыць, альбо готовы всех обнять. То есть это сейчас такое, мы сейчас смотрим телевизионную программу «Слово пастыря». Я хочу ворваться на танки в Минск и всех замочить. Я прызнаюся, што часам мне ёсць такія жадання. Ну, напэўна, як у любога чалавека. Бо часам уяўляюць сябе хрысціян як такіх адрэшоных ад жыцця людзей, у которых няма ніякіх жарсцяў, складанасцяў, выклікаў, эмоцый. Нет, хрысціяне, як і не хрысціяне, абсалютна ідэнтычныя ў плане сваіх эмоцый і перажыванняў людзі. Сколько твоему сыну Тадеушу? О, Тадеушу год и 2 месяца. То есть еще пока слово, вот этот весь набор слов он еще не освоил. Ён слухае іх кожны дзень. Понимает? Или чувствует? Я думаю, што часткова ён падымае свае вочы часта на бацькоў і стараецца зразумець, што они гавораць. Но вот пакуль што самым складаным для яго словам з'яўляецца слова «не», таму што ён думае, што гэта нейкая гульня. Напрыклад, не стаў пальцы ў розетку, не старайся включить пральную машину в ванне, в которую ты приполз, не лезь за хвостом кота. Давай проверим. Так.
лічыць, што гэта проста все прикольная гульня. Но потым, калі чамусьці на яго нападае кот, который ён дзёрнуў за хвост, гульня сканчваецца, ён разумее, што все даволі сур'ёзна. Семья – это набор противоречий. Потому что у каждого члена семьи есть своя идея, своя мысль, свое движение. Или христиане так не считают? Конечно. Мне здаецца, што вот вы маеце рацыю, што гэта адзін з самых галоўных выклікаў увогуле ў сямейных адносінах. Таму што людзі розныя, мужчыны і жанчыны вельмі розныя, у людзей рознае выхаванне, розны сацыяльны досвед, который они атрымлівалі. І мне здаецца, смак як і блюда, так і сямейных адносінаў у тым, каб разгадаць адзін аднаго, прыняць. Это у тебя первая жена? Спадзяюся, што адзіная. Угу. Твоя жена верующая? Так. Верующая до какой, как по 10-бальной шкале это поставить? И вот твою оценку тебя по 10-бальной и ее по 10-бальной. У меня цудоўная жонка. Не кажу гэта для прыгожага слова насамрэч, таму што не думаю, што хтосьці яшчэ змог бы цярпець такога чалавека, як я, і так паспяхова. Аня вельмі веруючы чалавек, як і я, але ў пытаннях веры мы кожны дзень знаходзім сябе слабымі людзьмі. Учора я прасіў у Ані прабачэння, а сёння раблю зноў нейкія рэчы, которые яе раздражняюць. Я абяцаю, што сёння я буду сядзець з Тадэушам цэлы дзень, замест гэтага я гатую з вамі, і ўвечары буду сядзець з Тадэушам. І Аня кажа: «Змейцер, чаго вартыя твои абяцанні?» І яе справядлівы адказ быў бы: нічога, пока, да пабачэння, я знайду класнага мужа, который не будзе рабіць як ты. Но яна церпіць мяне, прымае мяне, і ў гэтым я бачу, што яе вера цудоўная. Мы не понимаем, что такое общие семейные ценности. То есть я не понимаю, потому что мне кажется, что каждый из нас все равно преследует какие-то свои цели. У каждый человек внутри, глубоко внутри, эгоцентрик. И когда ты говоришь там, ну есть же семейные ценности, христианские, где эти ценности, почему у нас противоречия, почему мы ругаемся? Почему мы ругаемся с женой, с детьми и так далее? У тебя еще все впереди с Тадеушем, потому что это будет период 12-16 лет, когда ты вздрогнешь. Так, знаешь, когда, как вот в кино, вздрогнул и постарел. Вот как бы. Потому что ребенок, независимо ни от чего, а зависит только от своей физиологии, начинает тебе противоречить, и противоречить активно. И как твоя семейная терапия сработает здесь, мне было бы очень интересно, но пока мы не знаем. Я признаюся, что мне довольно страшно. Чему? Потому что я сам был тяжким подлетком. Вот вы сказали про семейное... Да, страшным. Батька сышоў з нашай Я книгу вижу. Пастор Дмитрий Хведорук. Трудный подросток. История становления. Если бы ее написала моя мама, то я боюсь, что я бы выкупил весь наклад и поспробовал бы спалить эту книгу. Вот первый блин, вот вопрос, будет он комом или нет. Повинен быть. Вось, таму адказваючы на пытанне наконт каштоўнасцей і ці баішся дзіцёнка, мне здаецца часта пытанне нашых предпасылак. Если вы разумееце, што можа здарыцца і які складаны чалавек па сутнасці, вам лягчэй дапамагчы сабе і дзіцёнку выстраіць адносіны, калі не здарыцца, як у мяне здарылась, ты прыходзіш дадому з пафарбаванымі валасамі і тебе кажуць: «Иди отсюда». У тебя ушел отец. Это как в русле семейных ценностей? Гэта реалии, в которых, на жаль, живуць беларусы, которые нібыта прапагандуюць сямейныя каштоўнасці, але па факце гэтыя сямейныя каштоўнасці больш нагадваюць хроснага бацьку, дзе все каштоўнасці гэта нейкія... Ты с ним общаешься? З бацькам. Ён, на жаль, развіўся пасля нашага вяселля з Аней на машине. Это было сумно, трагично. Прям какая-то тоже такая большая печальная история, да? Конечно, тым больш, што ён не плаціў аліменты, казаў, што яго няма грошай, пабудаваў сабе кватэру, гаворыць, што пра бацькоў нельга дрэнна казаць, но мне гэта было цяжка зразумець. Казаў, што ён зразумее, я вырасту і зразумею все, што ён зрабіў, но я вырас і зразумеў, што... Я зразумеў, чаму ён так зрабіў. Ну, не буду хаваць, но я не скажу, што ён стаў шчаслівым чалавекам, который стаў прападаць на працы, працаваў 18 гадзін на дзень, каб жанчыне, з которой ён у выніку жыў, купляць все, што яна хоча. Такая история. Шчасце гэта. І па факту разбіўся ён праз то, што яны ехалі ў далёкае падарожжа, ён мала спаў і, верагодна, заснуў за астраном. Приходит твой сын
с аккуратной прической в 16 лет. Ничего розового, синего. Говорит по-белорусски спокойно. В это время в стране уже большинство говорит по-белорусски. И он на чистом белорусском языке говорит: «Тата, я гей». Как мы на это смотрим с точки зрения семейных ценностей? Ну, як я казав, што не супраць танкаў, конечно, я сядаю свой танк, кладу даёшу на зямлю і пераязджаю яго некалькі разоў. Думаю, што я гэтага... Гэта адно з пытанняў, которые часам круцяцца ў маёй галаве, увогуле наконт розных рэчаў культурных, сацыяльных, которые мне не падабаюцца. Што мне не хочацца, каб Тадеуш вырас не такім, як мне хочацца. Ён можа вырасці якім заўгодна. Но ў любым выпадку, калі ён скажа штосьці падобнага кшталту, што яго ёсць нейкі same-sex attraction, то я буду старацца з ім гутарыць дакладна. І не падтрымліваць... О чем? Аб О том, что прыродзе это чалавека, безумоўна, аб тым, што ў Божым дызайне В Божьем мужчына і дизайне, жанчына подожди, створаны... в Божьем дизайне приблизительно 8-10% всегда геев. Всегда. Эта цифра практически не меняется, этот процент. И это же тоже, наверное, когда Бог создавал, если в твоей концепции. Ну не кто-то же другой. Ну. Или это дьявол там постарался. Мы можем дакладна сказаць, што першыя раздзелы быцця гавораць о тым, што ёсць мужчына і жанчына, якія створаны пладзіцца і прыносіць плён для ўсяго света. Нараджаць дзяцей. А почему именно рожать детей? Каб А child-free, ну не хочет человек рожать. Но мы бачым розных людей. Подожди, семейные ценности переживают кризис. И люди говорят: я хотел бы больше времени уделить собственному развитию, себе. Я бы хотел больше развиваться, читать, делать мир лучше. И мне не нужен ребенок, это оторвет меня от моего очень важного занятия, самосовершенствования. У нас капуста готова. Добрае пытанне. У нас есть знаёмыя, у которых есть 10 і, там, не знаю, 11 дзяцей, якія бачаць у гэтым сэнс свайго жыцця. У нас с Аней, мне 35, Аня маладзейшая за мяне. Не буду казаць, наколькі много гадоў. Тадеушу 1 год, мы даволі позна, як, в прынцыпе, напэўна, цяпер усе еўрапейцы нарадзілі адзінага сына, не ведаем, ці будуць у нас яшчэ дзеці. І гэта не пазбаўляе нас магчымасці атрымаць адукацыю, навучацца, займацца любімай прафесіяй, нават уехаць з адной краіны. Ну подожди, ты сейчас говоришь ты сейчас говоришь мне: нет, тебе надо завести ребенка. А я говорю: нет, ты говоришь, ты сейчас привел пример. Вот у нас есть уже один, ну, может, не будет второй, но один есть, вот мы как бы, вы функционал христианский выполнили. Я бы сказал, что дзеці гэта не функцыянал. Чаму? Таму што гэта жывы чалавек, якога Бог дае людям. Гэта не просто блин, который трэба там сажраць і падаць на стол. Не сожрать, а съесть. Блин, это святое. Я стараўся больш вульгарнае штосьці сказаць. Скажу тебе так, у нас есть такой добрый друг, он работает в Палате лордов, и он был участником Stonewall. Stonewall – это первые акции под диким прессингом, которые выступали за права сексуальных меньшинств. И мы у него спросили: ты так хотел замуж, вот когда ты протестовал и рисковал тем, что попадешь в тюрьму? Он сказал: нет, я и не хотел замуж. Я хотел, чтобы у меня было право хотеть замуж. З другого боку, я магу з вами згадзіцца ў той ступені, што вельмі часта хрысціянства альбо розныя перакананні спрабуюць ператварыць у маралізатарства. Кажучы, што, напрыклад, если вы, там, не знаю, однорукі чалавек, вы не маеце права з'яўляцца на вуліцы. Альбо, если вы гей, то вас павінны пасадзіць у турму і пабіць камянямі, хаця па факту гэты закон можа прыняць чалавек, который здраджвае жонцы, у которых 5 внебрачных дзяцей. І па факту нават з пункту гледжання и так, как правило, Бібліі ты бачыш, што і той чалавек грэшнік, і гэты чалавек грэшнік, і на якой падставе тады можа існаваць падобнага кшталту закон? Посмотри, это ведь логика. Семейные ценности, какая разница, кто их... Мы ведь не знаем, даже человек может быть там, относиться к гей-сообществу, но при этом мы не знаем, это правда или неправда. Он хочет там жениться, замуж выйти, и он имеет на это право. Вопрос, в чем тогда заключается сутность брака?
жыцця чалавека і яго адносінаў з другім Брак все чалавекам. меньше и меньше становится важным. Потому что даже уже в большинстве стран цивилизованных тебе не обязательно иметь штамп. Ну, люди же в основном жили из-за того, чтобы там юридически отправить наследство и так далее, имущественные споры. И так далее. А теперь нет. Теперь, если ты партнер, ты живешь вместе, ты имеешь право точно так же распоряжаться. И в чем суть брака теперь? Да, і па факту вот вы кажаце аб развіцці і прагрэсе, часам гартаючы гістарычныя кнігі, ты знаходзіш сябе ў часах рымскай імперыі старажытнай, дзе па факту такія ж з'явы былі абсалютна нармальнымі. Аднаполыя шлюбы, аднаполыя сувязі, здраджванне жонкам, оргіі і все астатняе, што можна сабе Это толькі ты про уявіць. эпоху Возрождения? Не, і пра гэта таксама і пра часы упадка рымскай імперыі, станаўлення імперыі, дакладней, упадка рэспублікі. Я не жил во время упадка Римской империи, у меня ощущение, что было там все не так плохо. Но, понимаешь, вот я смотрел вчера на облака, и на облаках не было написано, что брак, заключенный в ЗАГСе, является священным. То есть в чем вообще... Когда голубей выпускают. Да, голубей выпускают, потом эти голуби прилетают опять на голубятню, их опять продают, они их опять выпускают. То есть, да, это так работает. Но это штамп, который сидит какая-то тетка с шиньоном на голове, такая, как тебя зовут? Ну, иди, все, теперь вы муж и жена, идите, вы можете выпить. Згоден, но важна же у гэтым сім рашэнне людзей, іх каханне і іх пасвячэнне. І часам там, не ведаю, пярсцёнак на пальцы, ці штамп, магчыма, который ставіць гэта женщина с начосом, з'яўляецца важным сімвалем для двух людзей. Дим, но это ведь не говорит о глобальном понимании семейных ценностей. Это говорит о каком-то в Африке бусы, у кого-то браслет на ноге, у кого-то кольцо на пальце. То есть, ну, по-разному. Но это никак меня не продвигает в теме семейных ценностей. Абсолютно. Я уверен в том, что сейчас, убежден, что люди находят, то есть они как вода, которая куда-то стремится, они находят то отверстие, куда слиться. Да? То есть как мне... И каждое следующее поколение, которое, на мой взгляд, лучше предыдущего, оно все быстрее находит эти выходы. И все быстрее адаптирует для себя какие-то новые форматы. Там, мы же не знали, что такое child-free. Что это такое? Ну, понятно, это люди, которые не хотят иметь детей. Да? А теперь это такая норма. Господи, это ничего в этом страшного. Человек говорит, да я и брак не хочу, и детей не хочу. Я хочу смотреть сериалы, футбол и болею за Арсенал. Давай ключевой вопрос. Что для тебя семейные ценности? Что такое семья? И куда эта семья движется? Выдатнае пытанне. Па-першае, сям'я гэта мужчына і жанчына, якія кахаюць адзін аднаго і заключаюць то, что... за свое, да? Ну да, так, бачыце, склаўся лёс. Заключаюць такое заветнае пагадненне. Кахаць і клапаціцца адзін пра аднаго, не гледзячы ні на што можа здарыцца у іхнім жыцці. І таксама клапаціцца о дзецях, которые, магчыма, з'явяцца, а магчыма, у іх не будзе дзяцей. Што такое сямейная каштоўнасць? Адпаведна, гэта ўсё тое, калі людзі, мужчына і жанчына, якія знаходзяцца ў шлюбе, імкнуцца культываваць гэтае каханне, падагрываць яго, клапаціцца адзін пра аднаго і захоўваць вернасць, не гледзячы на розныя цяжкія абставіны жыцця, якія бываюць ад складаных супярэчнасцяў сямейных адносінаў, індывідуальнасцей, характараў і абставінаў жыцця, в которые можно потрапить. Не знаешь, что интересно, что получаемся, что я такой плохой, а ты такой хороший. Если бы тут стояла моя жена, я думаю, она просто повела: да, Змитер, ты, конечно, не благо говоришь, но дома мы ведаем все. У нас на пороге сейчас стоит еще один гость. Нужно встречать. Это Дима, это Катя. Мы с Димой готовили эти блины. О блинах чуть позже. Но мы готовили их в ожидании тебя и пока дискутировали о семейных ценностях. Семейные ценности, вопрос, ну, скажу так, получился интересный. Хотя поначалу так не казалось. Теперь о блинах.
Сначала расскажу, как их есть. Вы берете блин. Это блин на кефире. Потом кладете сюда. Я специально не делал это сам, а специально оставил это, чтобы каждый из вас мог сделать это самостоятельно. Блинчик в центр кладем капусту, заворачиваем вот таким образом. Все заворачивают по-разному, но мы говорим о семейных ценностях, и это наша семейная ценность. Это так делала моя мама, так делала моя бабушка, так делаю и я. Наверное, так будут делать и наши дочери. Дальше вы берете сметану. Я был большой всегда любитель сметаны, но не буду тут уж себя сильно нескромно вести. Собственно, вы можете есть. Твой блинчик. Это мой блинчик. Мой. Теперь, пока вы будете накладывать, скажи, как ты думаешь, почему я приготовил блинчики с капустой? Потому что... Откуда я знаю? Потому что это завтрак. У меня еще завтрак. Я поздно завтракаю, поэтому ты меня ждал. Мгм. Но ты уже Приготовил ела блинчики с однажды капустой. эти блинчики с капустой. Да. Мгм. Ну, еще потому что у меня плохая память, и ты меня каждый раз можешь удивлять блинчиками с капустой. Я просто знаю человека, который очень любит эти блинчики с капустой. Зачем? Ты мне на что-то намекаешь? Да. Ладно, подожди, я сначала хочу повторить твою семейную ценность. Правильно ли я заворачиваю? Да. Мне кажется, потому что у Дмитрия был другой жизненный Я опыт. не запомнил. Жизненные ценности или семейные Семейные ценности? ценности. Извините, Жизненные не на ту программу это пришла. немножко совсем другое, да. Да, такое дело, что это любимые блинчики моей жены. Да. И А, вот я, кстати, ей первую порцию занесу. Он сидит, смеется. Раз это твои любимые блинчики. Гусь, не держи! А я Можно предупреждала, еще одну тарелку? ты тут лучше не сиди. Я не буду, поскольку брал руками, не буду выдавать тебе это. Я лучше дам тебе чистую тарелку. Хорошо, или покорми меня с вилочки. Я никогда не думала, что мои семейные ценности отличаются от семейных ценностей традиционных пар, допустим. Поэтому для меня какие-то маленькие моменты — это семейные ценности. Сначала накорми жену, потом поешь сам. Но, Не знаю, забота какая-то элементарная. То но есть были же... То есть начиналось все с того, что у тебя были это родители, ты была их дочерью, маленькой, до сих и пор, там были да. свои семейные ценности. Это всегда было настолько просто и жизненно, когда папа заботился о маме, она ей не приходилось там, грубо говоря, допустим, не водить машину. Папа водил всегда. То есть это когда мы едем с семьей, то папа всегда за рулем. Какие-то такие мелочи, которые он из себя брал и до сих пор берет. Понятно, что мама тоже не луком шита. Вот. Ну, то есть возможность расслабиться при любимом человеке, но при этом и заботиться о нем. То есть, ну, это я не знаю, я думала, что для меня семейная ценность, но я так и не придумала. Это просто жизнь с человеком, который я люблю, и заботиться о нем в каждом моменте, в каждом дне. Ну вот у Димы это еще базируется на некой христианской модели, где семейные ценности – это ценности изначально там 3 людей. Мужчины, женщины и ребенка. У нас есть велосипед. Нас 2, поэтому это базируется только на нас. И так как мы пока не решили, обсуждать это или нет с общественностью по поводу нашего будущего и так далее, то я буду основываться только на том, что нас сейчас 2. И все. Просто это какой-то очень странный вопрос обо всем и ни о чем одновременно. Дмитрий, какие ценности? 3 главные ценности семейные. Посвячение, верность, клопот и кахання. Назвав 4. Но их бы я назвал. Амаль, як ты назвала, только я еще бы Так додал это, получается, кое-что. нормальные отношения, адекватные, да? Логично? Мгм. Логично. Всё, я поняла. Отношения где-то людей. Людей. Я никогда, да, я не знаю почему, но я с детства никогда не... у меня не было каких-то приоритетов мужчины и женщины. Я видела, что люди могут быть счастливы и несчастны в любых парах. Я с 17 лет играю за рубежом, там, от Франции, Турции и так далее. Я в каждом сезоне встречала
пары девчонок, которые как были счастливы, так и были несчастны. И у меня никогда это не коррелировало с тем, что это мужчина и женщина или это женщина и женщина. Вот, поэтому отличные ценности, спасибо. Магчыма, пытанне часам палягае яшчэ ў тым, што ў людзей бываюць абсалютна розныя дэфініцыі. Напрыклад, што такое шчасце альбо няшчасце. Уце муць рознае прагненне ад жыцця і запатрабаванні таксама, адпаведна ад которых хтосьці можа быць нешчасны ад таго, што яго можа быць неверагодна, не ведаю, здаравенны капітал, яго ёсць уласная выспа, палац, яму прыслужваюць тысячы лакеяў, усе захапляюцца і фолавяць яго ў інстаграме. Ён скажа: я нешчасны чалавек, таму што мне няма другой выспы. Банальны прыклад. Но пытанне ў Нет, тым, што ты очень сказала, адекватно. што ён палягае ў тым, што у нас няма часам адной дэфініцыі, которую мы выкарыстоўваем, каб сказаць, што каштоўнасць гэта вось такое і такое, альбо там сям'я, альбо адносіны гэта такое і такое. І не таму, што мы все імкнемся штосьці уніфікаваць і сказаць, што вот ёсць нейкае стандартнае правіла, но часам яно павінна быць, каб мы вели размову на адной пляцоўкі. Но у тебя же один из главных тезисов – это мужчина и женщина. Мгм. А что делать вот этим двум женщинам очаровательным? Талантливым, безумно талантливым. Одна там многократная чемпионка по баскетболу, гордость страны. Вторая исполнительный директор свободного театра, потрясающе талантливый человек. И они друг друга любят. Им Подожди, не что делать? отвечай. А почему ты думаешь, что мы не знаем, что нам делать? Нет, мне-то интересует внутри устоявшейся идея о том, что семейные ценности вот таковы. Это стереотип. Так это Это семейные стереотип. ценности. Я всегда говорю о семейных ценностях со своей стороны. Я не думаю, а вот Так, эти семейные мне ценности... интересно или- сейчас со стороны Дмитрия, в чем есть противоречие? Ты у него спрашиваешь про мои семейные ценности? Про семейные ценности двух женщин, которые любят друг друга. Ну да. Да, я задаў бы пытанне і сфармуляваў яго ў тым тады, што такое сям'я і ці можа быць жанчына і жанчына, ці мужчына і мужчына сям'ёй. І калі так, то чаму? Таму што і справа не ў традыцыйным поглядзе толькі на нейкія рэчы, таму што, не знаю, мы сядзелі бы тут 600 год таму, магчыма, нехта з нас бы прытрымаўся меркавання, што зямля плоская, альбо, напрыклад, яна круціцца вакол сонца, а пасля нейкія бы факты прымусілі нас перасэнсаваць гэтую з'яву. Вось, справа ў тым, што створаны Богам прырода чалавека такая, што сям'я, як саюз двух асобаў, якія адкрыты адзін перад адным, кахаюць адзін аднаго, і часам ад плоду любві, которых з'яўляюцца дзеці, гэта мужчына і жанчына. І не таму, што нейкія мужчыны лепш за нейкіх, альбо нейкія жанчыны лепш за іншых, таму што мы жывем у свеце, который такі створаны. І, на жаль, як і большасць людзей, у нас ёсць цяжкасці, праблемы, у тым ліку з сексуальнасцю, якія прымушаюць нас звяртацца да нейкіх іншых форм зносіну. Если человек гей, он говорит, он гей. То есть, и он такой, так, мне надо куда-то ехать теперь. Мне надо где-то прятаться, или мне надо что-то, или наоборот легализовываться. То есть, это же ненормально. Пытанне, хутчэй, у тым, што мы можам все-таки тады называць шлюбам, як саюзам мужчыны і жанчыны, ці вы сказалі двух людзей, і кім з'яўляецца чалавек, і для чаго тады яму свае адносіны, напрыклад, называць шлюбам, і не таму, што традыцыйна ўсе там на захадзе называюць шлюбам саюз мужчыны і жанчыны, а што гэта такое? Чым з'яўляюцца сексуальныя адносіны паміж мужчынай і жанчынай, альбо паміж двумя людзьмі, і для чаго мы ўсе гэта робім? Это разные вещи, союз мужчины и женщины, и чем они занимаются в постели. Гэта апагей, гэта сексуальнасць чалавека, на маю думку, недасведчанага хлопца, якраз такі гэта і з'яўляецца вышэйшай кропкай адносінаў, калі два чалавека могуць быць абсалютна голымі і нічога не хаваць адзін ад аднаго. І калі мы не кажам пра галівудскі фільм, дзе все спяць направа і налева, альбо там, не знаю, путінскую Расію, дзе таксама такія штукі. Голливудские фильмы сейчас более пуританские, чем наши. Ладно. Но существует внутри этих половых взаимоотношений, существует огромное количество нюансов, там всякие БДСМ и так далее. Все что угодно, да. И каждый выбирает, ни у кого не спрашивая, собственно говоря. И мы должны, и называя себя христианами и так далее. Ну, гэта адна з тых складаных тэм, мне здаецца, не то, што здаецца, напэўна, все так робяць, но абмяркоўваюць гэтыя тэмы са сваімі сужонкамі. Не скажу, што мне гэта лёгка, бо я вырас даволі такой чопарнай атэістычнай сям'і, дзе там тэмы сексуальнасці ніколі не падымаліся, таму што маці працавала круглыя суткі, і я мог абмяркоўваць вот так і сваімі сябрамі. Ну, как-то ты же родился. І стэрэатып. Но
Вось в шлюбе гэта якраз атлічны момант таксама так же шчыра даверліва паразмаўляць з другім чалавекам аб сексуальнасці, сексуальных адносінах, каму як падабаецца і гэтак далей. Я к тому, что это ведь не может быть каким-то одним алгоритмом. Мир же как бы многозадачен, многорешаем и так далее. Это не может быть одним алгоритмом. Мы выбрали все вот позу миссионерскую и занимаемся таким образом там, сексом. Да? Там все происходит, черт знает что, да? Во всем мире. Да? И оно происходит, будет происходить, и никак это не менялось с веками. Но мы все равно какой-то выдвигаем алгоритм, который будет четко там нашу... Не может Екатерина Сынытина воспитать ребенка, если она его не родила, да? То есть получается так? Мне здаецца, я не вельмі сведущ в такіх складаных пытаннях, як без удзела мужчыны і яго зусім удзела можа нарадзіцца чалавек. Ну, ЭКО. Ну, это оплодотворение. Что будет обо мне думать церковь? То же самае, што думает пра іншых людзей, назыву грэшнікамі. Я таксама грэшнік, і Мікола, і, напэўна, все, хто паглядзяць, альбо Да. мы все люди, которые несовершенные, маленькие, слабые люди со своими грехами, тяжкостями, выкликами жыцця. Наўрад ці будуць думаць пра вас штосьці горш альбо штосьці лепш, чым пра іншых людзей, хутчэй за ўсё. Если кто-то будет пагарджаць вами і не сядет есці за стол, хутчэй за ўсё, но наўрад ці гэты чалавек может паслядоўна себе назваць веруючым, альбо будет смеяться з вас. Ён можа сказаць вам: Катя, ты класны баскетбаліст, цудоўны чалавек, дзякуй вялікі за то, што ты столькі зрабіла для ўсіх нас, выказвалася, і столькі людзей бяруць з цябе прыклад. Но ёсць рэч, пра которую я не могу помаўчаць, потому что... Ну, мне так уже писали. Я 2 года назад летом в Вильнюсе попала на свой первый прайд. Не знаю почему, это никогда не было в моем поле зрения. Обычно проходят такие месяцы, когда я уже в сезоне. И я заблокировала человек 20. После того, как я появилась на прайде, у меня был БЧБ-флаг, и мне люди начали писать: Екатерина, мы от вас не ожидали. То есть для меня это настолько... Это Инстаграм, я говорю про Инстаграм, про свою жизнь. Это то, что я хочу транслировать, чтобы это у меня самой оставалось в памяти в какой-то, в инфополе, и мне люди высказывают мнение. Я баскетболистка, поэтому мне люди высказывают мнение всегда. Выиграли мы игру или проиграли, сходила я на прайд или не сходила и так далее. Поэтому это будет всегда. Но скажу так, что на 2-й год, когда я пошла на прайд, я никого не заблокировала. Потому что или мой блог так очистился, или реально остались вокруг меня только люди, которые принимают меня такой, какая я есть, с БЧБ-флагом, на прайде и так далее. И у меня То есть я осознаю, что я могу в моих силах очистить свое инфополе, очистить свое окружение и оставить только людей, которые меня принимают и понимают мои ценности, понимают, что для меня жена, если я так решила, что моя жена — это мой главный человек, то супер. Мы тебя только с этим поздравляем, а не: Екатерина, вы вообще-то знаете, что это брак, это только между мужчиной и женщиной. Окей, это ваше понимание. Вернемся к высказыванию политиков Александра Лукашенко. Я понимаю, что такое женщина с женщиной, потому что у них мужиков нормальных нет. Это такой тезис, который он просто уничтожает, выжигает вокруг себя людей. Он выжигает. Это такое самое мерзкое, что может быть. То есть, во-первых, это невежество. Во-вторых, это некультурно. В-третьих, это просто бездарно по подаче. Да? Это такая манипуляция самого низкого уровня. И я понимаю, что это выгодная позиция. Это выгодно, потому что когда мы говорим про любое действие ЛГБТ, которое там по защите прав человека, это защита прав человека. Это не разговор про что-то выше, да? Выше, чем для остальных. Это то же самое, что для всех остальных людей. И семью хочу семью завести, хочу ребенка воспитывать, я хочу простых вещей. Более того, женщины могут сделать ЭКО и воспитывать своего ребенка. Потому что получается, что мы с тобой спорим о правах ЛГБТ в присутствии человека, который может представлять эту точку зрения. Мне надо что-то... Да, надо.
Ну, я скажу, что из-за того environment, Мгм. забыла на Все зразумеют. русском. Все поняли. Потом там вставите. Беларуси, вот просто моего мироощущения внутри страны, когда я приезжала там на 1-2 месяца между сезонами, тренировалась в сборной и так далее, то просто из-за воздуха, который там, мне никогда не приходило в голову быть открытой. Вот у меня, я там в отношениях с девушкой, вот тыры-пыры, то есть всё. Но я не знаю, это настолько все совпало идеально сейчас, что я встретила Надю, я встретила ее в Лондоне, я считаю, самым офигенным городом, где настолько люди толерантны друг к другу. И я ее встретила в свои 37, как будто бы в самый стабильный момент моей жизни, когда я поняла, кто я, что я хочу, как я хочу этого всего добиться. И я стала чувствовать себя просто настолько свободной, что как бы мои друзья, моя семья, они всегда знали там, когда я с кем-то была в отношениях, они знали, с кем я встречаюсь и так далее. У меня в моем кругу не было проблем, но делиться этой информацией с людьми как бы мне никогда не хотелось. Просто на каком-то внутреннем уровне, не то, что я там чего-то стеснялась или боялась какого-то хейта, потому что, скорее всего, меня просто не было бы в стране, когда это все происходило. Но сейчас я просто чувствую, что, во-первых, меня распирает. Сколько я тебе фотографий Наде присылала. Во-вторых, я чувствую, возможно, находясь в Лондоне, и мне хочется передать вот эту вот атмосферу того, что вам не должно быть все равно. Ну, как бы это моя жизнь. И мне кажется, вот мне, наверное, такого не пришло в голову еще 2 года назад, но мне кажется, что наше общество белорусское, возможно, потому что оно рассыпано теперь по миру очень много, что оно стало быть более готовой принять, что я такая, какая я есть, я с вами этим делюсь. Я делюсь не для того, чтобы узнать ваше мнение, потому что я так хочу. Почему мне как бы... Почему вы считаете, там, мужчина-женщина, когда в отношениях это нормально делиться своей радостью со всеми? Там вот у нас там свадьба, у нас там baby-shower, у нас там родился ребенок. Еще есть один такой нюанс, что, наверное, я настолько близка никогда не была со своим народом, с людьми. То есть я никогда с ними столько не общалась. Неважно, это были Олимпиады и чемпионаты Европы. Люди писали, поздравляли, мы как-то общались, но настолько глубоко, когда мне люди пишут там о каких-то своих проблемах или, наоборот, о каких-то своих радостях, я никогда Или приходят с таким... на площадку играть с тобой в баскетбол. Приходит со мной в баскетбол, приходит меня поддерживать и так далее. То есть я никогда не чувствовала такого коннекта с таким количеством, с огромным количеством белорусов. И теперь мне хочется этим с ними поделиться, потому что я уверена, что, с одной стороны, что меня поддержат, а с другой стороны, что люди готовы принимать людей такие, какими мы есть. И, возможно, еще и потому, что в стране есть Лукашенко, ну, я так красиво не повторю, который говорит... Треба паспробовать. У которого свое видение на то, каким должно быть общество. И, ну, я не знаю, мне, короче, мне хорошо. Но я бы додаў да гэтага важны элемент, што все тыя выгоды, которымі ты карыстаешься ў Лондоне, якраз таки з'яўляюцца выгодамі таго, як Біблія гаворыць пра Бога і пра чалавека, і то, што гэта сфармавала іхні погляд на заканадаўства, законнасці, на свабоду асобы у тым ліку. Таму што если бы ты гуляла дзесьці ў Саўдаўскай Аравіі, ты сказалі: Кацярына, 200 мільёнаў даляраў за год твоя зарплата, і ты не змагла бы так, хутчэй за ўсё, пры ўсёй той магчымасці жыць в золотой клетцы, рабіць тое, што ты Нет, можаш я знаю, адчуваць я і играла перажываць. в Турции 8 лет, и там просто опять же, из-за мусульманства и так далее, то это очень некомфортно себя открыто вести на улице, как бы это я признаю, и при этом мне казалось, что я следую каким-то общим правилам, не выказывать любовь однополой пары на улице, потому что там тоже очень редко встретишь, практически не встретишь на улице открыто. Там, конечно, есть гей-клубы и так далее, гей-бары, но вот этого так не встретишь на улице. И ты, получается, живешь под законами мусульманства. Как бы это я принимаю. Но, слава богу, это не моя страна. И
да, я живу в Беларуси, там христианство, все вот это. Я понимаю, что, ну, я считаю, что у меня в генах я сумма всего того, что с моим родом происходило до этого. Может быть, у меня там были монашки, я не знаю, может быть, там что-то еще было, что-то христианское и так далее. Как бы я понимаю основы и какие-то Мгм. ценности, они у меня внутри. Вот то, что ты говорила, что нам не придет в голову, что там женщина — это инструмент только Мгм. для готовки на кухне, да, потому что у нас это заложено, как бы вот Культурно. Мгм. культурно, в моих генах, в моей крови и так далее. То есть, ну, Да, и чем больше личностей будут говорить, участвовать в общественной дискуссии и просто акцентировать на чем-то внимание, тем быстрее мы будем открываться этому миру. Я и про белорусов говорю в первую очередь. Потому что мы пока, к сожалению, закрыты. Мы очень парадоксальны, мы очень прогрессивны, и, с другой стороны, мы очень архаичны. Это вообще наша особенность. Потому что мы открыты, потому что мы понимаем, что такое мир и что такое Европа, но не до конца, конечно. А закрыты мы, потому что 30 лет диктатуры, они дают о себе знать. Получается, что если вот этот парадокс расколдовать, то белорусы могут оказаться вообще прекрасными жителями Европы, которые вот могут создавать такие города, как Лондон, да, где будет все очень по-доброму и очень спокойно. Зачем у нас есть Жлобин, Житковичи, Ганцевичи? Дим, что скажешь про блинчики и про наш сегодняшний разговор? Блінцы, я скажу выдатныя, насамрэч. А, Трэба будет спытаць рэцэпт, каб рабіць іх на фік-эфіры, таму што, на жаль, дома я на малацэ заўсёды раблю. Вельмі часта, нет. Да, размова, хацеў падзякаваць, класна пагутарылі, магчыма, не абстаятельна, з прычыны таго, што мала часу, і тэма вельмі складаная, якая, як ты казаў, слушна патрабуе большай увагі. Сапраўды, мне, як служыцелю хрысціянскай царквы, хацелася, каб можна было шчыра размаўляць абсалютна любыя тэмы. В тым ліку суперскладаныя, і любы чалавек, который прачытаў Біблію, хоць раз пабачыў, што там ёсць абсалютна все: зло, насилие, грех, сексуальная разбэшчанасць, крадзяжы, масавыя забойствы. Это все эти рэаліі, сярод которых мы жывем, што яшчэ раз гаворыць о тым, што гэта ісціннае пасланне, якое варта вывучаць, даследаваць, і которое дае нам падставы сапраўды шчыра глядзець і адкрыта ў тым ліку на свет і на пытанні людзей, з которыми мы стыкаемся. Таму вот, да, дзякуй вялікі. Дякую. Кать. не знаю, мне было весело. Это был такой мой первый, я не буду говорить камин-аут, но это было первое размова, первый разговор при камерах о моей сексуальности, о моей личной жизни, потому что я никогда не говорила про свою личную жизнь. И я себя, да, вначале было немного некомфортно, но я почувствовала, что это просто, это тема, это как мы могли бы поговорить про баскетбол, мы говорим про то, кто кого любит, или как готовить блины. И это то, как я думаю, я уверена, по крайней мере, в моем окружении белорусов, которые окружают меня, этот уровень комфорта, когда я могу просто говорить о том, что я думаю, и у нас разные мнения, но это не означает, что мы не можем поесть вместе блины или сидеть за одним столом. И да, спасибо, что собрал нас здесь. Ну, вам спасибо, потому что не каждый человек любит общаться с теми, кто не разделяет его мнение или кто не разделяет его хотя бы частично. Да? То, что вы говорите совершенно искренне и честно, мне это так очень импонирует, и я просто безумно рад, что мы поговорили о каких-то важных вещах. Я просто верю в то, что даже когда Дима будет въезжать на танке в Минск, что его будут встречать Катя с Надей с цветами. Значит, они уже там были? Они уже там будут. Женщины первыми входят в освобожденные города. И, наверное, мы сможем все вместе сидеть уже с нашими всеми семьями за одним столом, и это будет, по-моему, очаровательно. Спасибо вам. Спасибо. Для меня это было очень поучительно. Спасибо. С одной стороны, вроде поговорили про семейные ценности, а с другой вроде произошел вот такой вот камин-аут. Но нужно понимать, что никаких камин-аутов не бывает. Это абсолютная чушь, потому что
человеку скрывать? То, что он любит другого человека, ну, это странно. И вот когда он очень спокойно об этом говорит, что он его любит, по-моему, это и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы все белорусы были вместе. И все белорусы терпимо относились друг к другу и понимали то, о чем один говорит белорус другому. Пишите комментарии, буду ждать. Отвечу. Каждый ютубер в конце своего проекта говорит там колокольчик, ваше мнение, лайк. Ну да, это не пустые слова, но мне на самом деле интересно ваше мнение, потому что это очень спорная дискуссия. Это дискуссия о чем-то важном, и мне действительно хочется прочитать то, о чем вы думаете в контексте нашего разговора. И я даже обязуюсь вам в комментариях отвечать на ваше мнение и поддерживать эту дискуссию. Собственно говоря, а уж колокольчик, там, лайк, это уж как вам понравилось. Тут дело такое. Колокольчик мне помогает, например, потому что у меня тогда приходит уведомление, и тогда я ничего не пропускаю.